Продолжаем наш эфир обзорами экономических, спортивных событий, мировых новостей и чрезвычайных происшествий. И начнем выпуск с актуального курса валют. По информации Центробанка, на 16 марта доллар остановился на отметке 73 рубля и 23 копейки. Евро стоит 87 рублей и 35 копеек. Самая выгодная стоимость покупки доллара в Якутске сегодня у Россельхозбанка – это 72 рубля 70 копеек. Продает доллар США по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 73 рубля 11 копеек. Европейскую валюту выгоднее всех покупает тот же Россельхозбанк за 86 рублей 43 копейки, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 87 рублей 12 копеек. Создание современной топливно-энергетической базы на Дальнем Востоке будет способствовать ускорению роста экономики региона. Газификацию нужно проводить с учетом плюсов и минусов различных видов топлива, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию макрорегиона. Глава Кабмина подчеркнул, что низкая обеспеченность природным газом является одной из ключевых проблем этой части страны. Мишустин призвал принять во внимание все факторы, в первую очередь социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологические проблемы, наличие инфраструктуры. Он констатировал, что при больших запасах этого природного сырья уровень газификации Дальнего Востока втрое ниже среднего показателя по стране. Кроме того, правительство продолжит оказывать... округа работают на угле. В 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще. Причины известны и понятны, можно их не перечислять. Главный вопрос сегодня не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить нам не приходится. Газификация Дальнего Востока должна идти с учетом топливно-энергетического баланса. В его основе плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории. Нужно принять во внимание все факторы. В первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологические проблемы, наличие инфраструктуры. Необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах как альтернативы обычной газификации. А также планы развития таких отраслей, как газопереработка, газохимия, производство с высокой добавленной стоимостью. Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, ну и повысит доходы граждан. А что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Кроме того, правительство продолжит оказывать финансовую поддержку регионам ДФО, заверил Михаил Мишустин. Премьер напомнил, что приоритеты в развитии Дальнего Востока определены президентом России Владимиром Путиным. Это опережающее развитие экономики, повышение инвестиционной привлекательности, а главное – рост уровня жизни людей, перечислил Мишустин. Он отметил, что для населения региона важно создать комфортные условия. Все субъекты Дальневосточного федерального округа в прошлом году получили дополнительную финансовую помощь для обеспечения социально значимых и первоочередных расходов. Такую поддержку правительство, безусловно, продолжит. Это позволит быстрее преодолеть последствия распространения коронавируса, решить проблемы людей. Приоритет для нас – их интересы, качество жизни, рост доходов. При этом необходимы новые надежные механизмы, которые обеспечат регионам дополнительные источники доходов, повысят их самостоятельность, дадут импульс к развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата. Алроса поможет якутским ювелирам представлять свою продукцию за рубежом. Инициатива предполагает использование возможностей зарубежных торговых компаний для более активного продвижения продукции якутских ювелиров на внешних рынках за счет поддержки их участия в международных ювелирных выставках. В Алроса подчеркнули, что из-за пандемии выставки пока не проводятся очно, однако компания ведет подготовительную работу, прорабатывает различные варианты, чтобы после открытия границы и разморозки выставочной деятельности
деятельности оперативно работать в этом направлении. Отмечается, что инициатива заявлена в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт в Якутии», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Федеральная налоговая служба сможет получить доступ к выпискам по операциям на счетах физлиц только в особом порядке, как и раньше. Однако 17 марта налоговики смогут запрашивать у банков копии паспортов клиентов и доверенности на распоряжение деньгами. Подробнее в экономическом обзоре расскажет Иван Лазаренко. Иван, приветствую. А какая причина в таком расширении полномочий налоговой службы? Сергей, здравствуй. Во-первых, как сообщает налоговое ведомство, добросовестных налогоплательщиков новый закон не затронет, а делается это все потому, что доступ российских налоговиков к банковской тайне нужен, чтобы предотвратить уход от налогов. В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки должны будут в течение 3 дней со дня получения запроса предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Нововведения вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов. Федеральная антимонопольная служба предложила предоставить гражданам возможность выбора любого банка для перечисления пенсии. В антимонопольной службе разработали законопроект, позволяющий зачислять пенсии на счета в любой кредитной организации. Авторы инициативы считают, что граждане имеют право свободно распоряжаться своими пенсионными деньгами и выбирать банк для размещения этих средств по своему усмотрению в зависимости от процентов по вкладу, а также различных бонусов. По мнению Федеральной антимонопольной службы, существующий порядок, при котором пенсия перечисляется только в кредитной организации, заключившей договор с Пенсионным фондом России, нарушает права пенсионеров. На фоне пандемии 68% российских потребителей стали отдавать предпочтение товарам для здорового образа жизни, а каждый 10-й покупатель ищет в магазинах товары с маркировкой «эко» и «био». Но и в России, и в западных странах половина продукции с такой маркировкой не является здоровой. К такому выводу, например, пришла международная сеть по защите прав потребителей по итогам проверки эко-товаров в начале этого года. На сайте Минсельхоза есть список российских производителей органической продукции, которые прошли сертификацию по национальному стандарту. И таких всего около 40. Около 80% товаров, которые позиционируются как органические, такими не являются, подчеркивают эксперты. В Национальном союзе защиты прав потребителей напомнили, что по закону за обман потребителя в виде искажения или умалчивания характеристик товара производителю грозит штраф до 500 тысяч рублей. При этом каждая баночка йогурта, на этикетке которого обнаружен обман, является отдельным правонарушением. Министерство труда предложило не платить пособия подозрительно бедным. Речь идет о ежемесячных выплатах нуждающимся в социальной помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет. Эта поддержка входит в программу борьбы с бедностью в России. Решение было принято после того, как Минтруд получил большое число обращений от региональных властей и некоммерческих организаций, которые предложили вывести за орбиту получения этих денег семьи, доходы которых формально невысоки, но при этом в собственности есть существенное по российским меркам имущество. А еще планируется ввести правило нулевого дохода, ограничить выплаты тем, кто не декларирует никаких легальных доходов. Введены довольно конкретные критерии определения нужды. Так, бедной уже не признают семью, у которой есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на одного человека, а также если на одного человека приходится более 24 квадратных метров в одной или нескольких квартирах. Если же помещение признано негодным для проживания, то статус малоимущих все же присвоят.
Исследование одного из сервисов по поиску работы назвало россиян, которые больше всего довольны своей работой. Так, наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, таких 60%, а также в ресторанах и кафе 52% и в медицине 50%. Кроме того, 49% россиян заявили, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В области маркетинга и рекламы своей работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности 45%. Опрос выявил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Так, 77% опрошенных не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов пожаловались на условия труда, на четверть хотела бы изменить отношение начальника к своей работе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а я передаю слово тебе. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомил Иван Лазаренко, а мы идем далее. Сегодня примерно в 10 часов произошло отключение линии электроснабжения. У части потребителей, проживающих в районе улиц Кирова, Пояркова, отключили электричество. Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам. Подача электроснабжения возобновлена. Причины технологического нарушения устанавливаются, сообщает пресс-служба центральных электрических сетей. Система 112 – это единый номер обеспечения вызовов экстренных служб. Начав работу в 2019 году, на сегодняшний день она показала себя с лучшей стороны. Комплексы системы функционируют в 50 населенных пунктах, 34 муниципальных районах и 2 городских округах. А к единой системе подключены все экстренные оперативные службы, пожарные части, станция скорой медицинской помощи, отделы полиции, служба газа, службы антитеррор и единые дежурно-диспетчерские службы городских округов. С недавнего времени по решению главы республики единая система взаимодействия экстренных служб 112 интегрируется с цифровой платформой OneClick. Оператор принимает всю необходимую информацию, заполняет карточку и направляет ее на реагирование уже в ту службу, которая по своему функционалу должна отреагировать на данное происшествие. Такими карточками мы можем обмениваться и с другими граничащими с территорией Республики Саха-Якутия субъектами Российской Федерации. В этой связи и проводятся вот эти вот работы по интеграции, так сказать. Они запланированы до конца этого года. Чтобы рейсы из Мирнинского аэропорта вылетали вовремя, их контролирует супервайзер. Семен Дагбаев – единственный и в буквальном смысле незаменимый сотрудник. Новая должность в Мирнинском авиапредприятии появилась в прошлом году. Кто такой супервайзер, узнавали наши коллеги. Для пассажиров Семен Дагбаев – это очередной сотрудник аэропорта в светоотражающем жилете. По внешнему виду его не отличишь от остальных. Но именно супервайзер отвечает за обслуживание самолетов, одновременно следит за предполетной подготовкой авиалайнера, контролирует выполнение процедуры заправки судна и погрузки багажа. Всего в списке обязанностей супервайзера более 30 обязанностей. Профессия супервайзер в аэропортах России относительно новая. Раньше обслуживанием самолетов между рейсами занимались авиатехники. Отдельная должность понадобилась, когда аэропорты стали принимать и отправлять десятки бортов в день. В Мирнинском авиапредприятии на место супервайзера выбирали из местного штата. Здесь персонал какой-то со стороны, который не понимает специфику аэродрома. Да. Здесь этого человека надо было довольно-таки долгое время обучать и вводить в работу. Поэтому было принято решение принять человека внутри нашего предприятия. Руководству предприятия долго думать не пришлось. Выбрали Семена. Работал к этому моменту почти 3 года. Авиационное образование есть. Единственное, что пришлось сделать – обучиться на супервайзера в Новосибирске. Самое сложное в работе, признается Семен, новизна. Коллективу пришлось привыкнуть к новой специальности. Людям порой доказать, что это действительно важно и действительно нужно, потому что есть, я думаю, везде, что вот когда человек долгое время работает, он привыкает к определенному алгоритму действий, к определенной работе, и как-то вот внести что-то новое, это бывает сложно. То есть в основном работа с людьми.
Ну, в службе авиационной безопасности я научился работать с людьми. Там непосредственно каждый день работаешь. Так что, в принципе, особо сложного здесь нет. На супервайзеров обучают в авиационных учебных центрах. Стать им может любой желающий. Но для этого необходимо получить среднее авиационное образование и отработать в аэропорту минимум год. А дальше все зависит от того, как покажет себя сотрудник. Обычно на должность супервайзера выбирают руководителей аэропортов, самых стрессоустойчивых, коммуникабельных и оперативных. Анна Винокурова, Артур Голиков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Как уберечься от болезней? Теперь доступной информации еще больше. Алданские дошколята создали порядка 20 мультфильмов. Работы маленькие сценаристы и режиссеры представили на районном конкурсе «Вирусом нет». Как защититься от вирусов по версии дошколят, расскажет Татьяна Вахнина. Коллеги, приветствую! Как защититься от вирусов и инфекций, знают самые маленькие алданцы. И не просто знают, они учат мерам безопасности сверстников и взрослых через мультипликационные фильмы-рекламы. Среди детских садов района прошел конкурс мультфильмов и рекламы «Вирусом нет». Как пояснила главный специалист дошкольного отдела Департамента образования Анжела Ушакова, основной целью конкурса стало донесение до дошколят понимания о том, что такое вирус и как научиться ему противостоять. Анжела Васильевна, воспитанники детских садов сказали вирусом «твердое нет». Очень твердое нет сказали. Вы знаете, конечно, сейчас очень много информации идет по вирусам, по телевидению, везде, во всех средствах массовой информации. И очень часто дошкольники недопонимают, о чем идет речь. И поэтому мы постарались объяснить это дошкольникам на самом понятном для них языке, на языке мультипликации. И поэтому вот именно вот этим языком мультипликации они сказали «самое твердое нет» и поставили в конце восклицательный знак с точкой. В конкурсе приняли участие 17 детских садов. На суд жюри они представили 20 работ. Работы оказались одна креативнее и поучительнее другой, верно? Работы были просто замечательные, они просто поразили членов жюри своей креативностью. Во-первых, столько много идей замечательных, идей сказки, придумали новые сказки, например, научили масочку разговаривать. Это, взрослым это бы даже, может быть, и в голову бы не пришло такое. Например, еще посадили вирусов на пиратский корабль. И вирусы приплыли в детский сад, и потом они их там уничтожили. Потом еще замечательный был сюжет «Детский сад Хатынчан». Представляете, они посадили вакцину на спутник и спустились с планеты на Землю, чтобы привить дошкольников. Но вы знаете, я всегда поражаюсь креативности наших дошкольников и убедились еще раз, что ее нет предела, этой креативности. Спасибо, Анжела Васильевна. Действительно, судьям, наверное, было очень непросто выбрать победителей. И победители определились в ряде номинаций. Призы и подарки получили все режиссеры и сценаристы. Президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев, завтра приедет в Якутию. Он проведет встречу с главой республики Айсеном Николаевым, примет участие в торжественном открытии мемориальной доски и памятные места великих экспедиций Российской академии наук XVIII века. Также Александр Сергеев ознакомится с научным комплексом Северо-Восточного федерального университета, посетит Республиканскую академию наук. Кроме того, президент Российской академии наук примет участие в совещании по вопросам комплексного освоения арктических территорий Якутии и Красноярского края. А мы идем далее и переходим к мировым новостям. Сотни авиарейсов отменены на западе США из-за сильного снегопада. На регион обрушился снежный шторм. Западные штаты утопают в осадках. Андрей Санников подробнее о ситуации. На западные штаты США обрушились мощные снегопады. Основной удар стихии пришелся на Колорадо, Вайоминг, Юту и Небраску. В некоторых городах сугробы выросли почти на метр. Колорадо помимо сильных осадков атаковал еще и сильный ветер с порывами до 72 км в час, спровоцировав сильную метель. На время пришлось прекратить движение и по основным магистралям, и по местным дорогам. Из-за налипания снега на линии электропередачи произошли обрывы проводов. В итоге десятки тысяч потребителей остались без света. Трудности возникли и в работе международного аэропорта Денвера, который является пятым по загруженности в США. На какое-то время там пришлось закрыть все 6 взлетно-посадочных полос. Всего из-за экстремальной погоды в Штатах за выходные отменили около 2000 рейсов.
В Денвере в понедельник будут закрыты почти все госучреждения, за исключением тех, которые обеспечивают безопасность граждан. Циклон, который затронул также Техас и спровоцировал там грозы и торнадо, по прогнозам синоптиков, пока еще играет мускулами и надвигается на штаты Огайо и Теннесси. В Италии, где не снижается заболеваемость коронавирусом, новые города и провинции оказались в красной зоне. В частности, жесткие ограничения теперь действуют в Милане, Риме и Венеции. Как местные жители реагируют на локдаун, расскажем далее. Улицы опустели, рестораны не обслуживают посетителей. Популярные достопримечательности на замке. Милан из-за роста числа заразившихся коронавирусом попал в красную зону. А это значит, в городе действуют самые жесткие ограничения. Школы и детские сады закрыты. Выходить из дома можно лишь на работу, в больницу или при чрезвычайной ситуации. Передвигаться между городами и провинциями нельзя. В красной зоне помимо Милана оказались многие регионы, где количество заболевших превысило 250 человек на 100 тысяч населения. Среди них Ломбардия, Венеция, Рим и столичная области Лацио. Я думаю, этот локдаун – результат бездействия предыдущего правительства. Но есть и причины, которых мы не могли догадываться. Например, что появятся разные варианты вируса. Надо надеяться, что каждый будет соблюдать правила. Это единственный способ справиться с ситуацией. В Италии в зависимости от уровня эпидемиологической угрозы регионам присваивают один из 4 уровней опасности – белый, желтый, оранжевый и красный. Пока что Сардиния – единственный регион из белой зоны, где низкий уровень заболеваемости и там не действуют ограничения. Остальным придется потерпеть до 6 апреля, когда планируется ввести послабления. И стоит ли на них рассчитывать, все будет зависеть от того, как пройдут пасхальные праздники с 3 по 5 апреля. На это время в красную зону уйдет вся республика. Власти заявили, что ограничительные меры необходимы, поскольку страна столкнулась с новой волной инфекции. Италия находится на 7-м месте в мире по смертности от коронавируса. За 13 месяцев жертвами COVID-19 стали более 100 тысяч человек. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Триумфаторами вечера оказались женщины. Главные награды получили певицы Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Но звездой церемонии стала Бейонсе, которая установила рекорд по числу статуэток среди женщин за всю историю премии. Американская певица Бейонсе установила новый рекорд среди женщин по количеству завоеванных наград Грэмми. В этом году она стала обладателем 4 статуэток в номинациях «Лучшее R&B исполнение», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео». Теперь в коллекции звезды в общей сложности 28 побед. До сих пор лучший результат принадлежал кантри-певице Элисон Краус. У нее 27 статуэток. На протяжении всей церемонии в центре внимания были женщины. 19-летняя исполнительница Билли Айлиш второй год подряд побеждает в главной номинации «Запись года». На этот раз награду ей принесла песня «Everything I Wanted». Еще один приз Айлиш за лучшую композицию для визуальных медиа. Американская академия звукозаписи оценила ее саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде. Тейлор Свифт, которую и ранее не обделяли вниманием на Грэмми, получила приз за лучший альбом года. Свифт стала первой женщиной в истории премии, которая трижды побеждает в этой категории. And the Grammy goes to I Can't Breathe, Her. Песней года Академия признала трек «I Can't Breathe» хип-хоп-исполнительницы Хё. Название композиции отсылает к последним словам американца Джорджа Флойда «Я не могу дышать». Он умер в прошлом году, когда при задержании один из полицейских применил к нему удушающий прием. В этом году пандемия серьезно повлияла на проведение Грэмми. Церемония прошла на 1,5 месяца позже, изменили и формат, отказавшись от роскошных декораций для номеров и спецэффектов. Для соблюдения всех санитарных норм часть номеров записали заранее, а для артистов, которые выступали вживую, подготовили 4 сцены. Жители южнокорейских островов Банвол и Бакжи раскрасили крыши домов, дороги, мосты и даже рис в фиолетовый цвет. Таким образом, они надеются завлечь сюда туристов. О красочной идее в следующем материале. Пожилые женщины, одетые во все фиолетовое, пропалывают лавандовые поля на южнокорейских островах Банвол и Бакжи. Их окружают фиолетовые крыши, дороги и мосты. Таким образом, местные жители превращают родную землю в туристическую достопримечательность. Идея пришла в голову властям округа Синан, которые вложили в амбициозный проект почти 5 миллиардов вон, примерно 300 миллионов рублей. Вдохновил их на это произрастающий здесь цветок, разновидность колокольчика. Его нежно-лиловую окраску и было решено сделать официальным цветом островов.
Усилия властей увенчались успехом. По официальным данным, с 2019 года Банвол и Бакжи, население которых составляет всего около 100 человек, посетили 487 тысяч туристов. Старики вроде нас жили здесь уединенной жизнью, поскольку вся молодежь уехала с островов. Но с тех пор, как мы посадили лаванду, я рада снова видеть здесь молодых людей с детьми. Они все мне как внуки. Фиолетовое здесь почти все, вплоть до автомобилей, посуды, сувениров и даже риса, который подают в местных ресторанах. Туристы, которые приезжают одетые согласно официальной местной цветовой гамме, доступ на острова получают бесплатно. Из-за COVID-19 мы не можем выезжать за границу, поэтому мы решили попробовать внутренний туризм и нашли эти острова. Я здесь со своими подругами, и мы одеты во все фиолетовое. Это просто потрясающе, похоже на волшебную сказку. Днем туристы гуляют по островам и соединяющим их пешеходным мостам, а с наступлением темноты могут вернуться в свои отели, чтобы насладиться ночной фиолетовой подсветкой. Возвращаемся в Якутию. Первая республиканская производственная фабрика процессов открылась в Высшей школе инновационного менеджмента. Напомним, фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства. Подробнее о проекте нам расскажет Дмитрий Тымыров. Он сейчас на прямой связи с нами. Дима, приветствую. Тебе слово. Сергей, здравствуй. Но данный проект здесь у нас в столице региона реализуется благодаря сотрудничеству региональных властей с госкорпорацией «Росатом». Так, в прошлом году они подписали соглашение, и, получается, они наметили планы. И вот в начале этого года первая такая площадка открыла свои двери на базе автодорожного техникума города Якутска, где могут пройти обучение, организации предприятий города Якутска. Ну а более подробно, что из себя представляет фабрика процессов и что это за площадка, нам расскажет ведущий специалист центра. Светлана, здравствуйте. Расскажите нам, что из себя представляет фабрика процессов и что это такое. Здравствуйте. Фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, на базе которой сотрудники организации могут прийти и научиться на практике применять инструменты бережливого производства. У нас игра построена таким образом, что каждый раунд длится по 30 минут. В первом раунде это традиционное производство, во втором раунде участники уже используют определенные инструменты бережливого производства, улучшают процесс, и в третьем раунде уже они получают значительный экономический эффект за счет того, что исключаются из процесса потери, сокращается площадь, сокращается персонал, ну, и используются еще другие инструменты. В принципе, это очень полезный инструмент с точки зрения того, что небольшие изменения на рабочих местах дают значительный экономический эффект и снижение цен. Вообще, бережливый производство сейчас у нас в республике набирает обороты, потому что на сегодняшний день у нас 38 предприятий вовлечено, несколько проектов уже закрыто, и, в принципе, экономический эффект был виден значительно. Хорошо, спасибо. Ну а давайте мы сейчас на деле будем показывать, как работает данная площадка. То есть здесь сегодня мы работаем, то есть конкурсанты, участники этой площадки работают в IT-центре. Вот этот кабинет разделен на несколько площадок. Здесь получается рабочая зона. Далее мы можем посмотреть производственный центр, склад и гардероб. В эти минуты здесь идет практическая часть, а участнике дано задание изготовить из мелких деталей якутское национальное украшение. То есть, простыми словами, они должны здесь посмотреть на практике, как реализуется новая технология и как нужно экономить время и средства для успешного ведения бизнеса. Сегодня обучение здесь проходят представители региональных министерств и ведомств. Они здесь идут непосредственно уже планирование своих функциональных обязанностей, и уже позже, в конце дня, они должны выйти на проектную мощность по своей программе. На этом у меня все. Более подробно мы расскажем о наших выпусках новостей.
Тима, спасибо. Дмитрий Тымыров рассказал о фабрике процессов. В МВД планируют ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде. Если гражданин был судим по указанной статье ранее, ему могут назначить, в частности, штраф в размере до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 3 лет. Об этом пишет «Коммерсант». В настоящее время за повторное вождение в нетрезвом виде судом может быть назначен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до 2 лет и другие виды наказаний. В пояснительной записке к документу отмечается, что существующие меры не сдерживают нетрезвых водителей. Полицейские раскрыли кражу в Якутске. Со слов потерпевшего, накануне он познакомился на улице с женщиной, которую пригласил к себе домой для совместного распития спиртного. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. Проснувшись утром, заявитель обнаружил, что гостей нет, а из квартиры похищен телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя женщина, ранее судимая за кражу. По ее словам, телевизор она успела продать. Возбуждено уголовное дело. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли кражу с продуктовой базы в Якутске. Пресс-служба МВД региона сообщает, что в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже шуруповерта и денег из сейфа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний бывший работник продуктовой базы, ранее судимый за грабеж. Задержанный признался, что ночью пробрался на территорию бывшего места работы и металлической трубой взломал входную дверь, после чего нашел на базе шуруповерт, которым и вскрыл сейф в кабинете. Отмечается, что половину украденных денег злоумышленник успел потратить, а оставшаяся часть изъята. В его отношении возбуждено уголовное дело. Житель Якутска предстанет перед судом за разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщает прокуратура региона. В сентябре прошлого года ранее судимый 27-летний житель Якутска выпивал с малознакомым пенсионером. Воспользовавшись его мобильным телефоном, он узнал о наличии у пожилого мужчины крупной суммы денег на банковской карте и в дальнейшем совершил тайное хищение 8 тысяч рублей с его счета. После этого он вместе с сообщником избил пенсионера. Они отобрали находящееся при нем имущество. В результате потерпевший назвал им пин-коды от банковских карт, с которых также было похищено более 100 тысяч рублей. В последующем от полученных телесных повреждений пенсионер скончался в больнице. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям и сейчас уже направлено в суд. Отмечается, что уголовное преследование в отношении сообщника прекращено в связи с его смертью. Мужчина оштрафован за оскорбление ребенка в WhatsApp в Нерюнгринском районе Якутии. По информации прокуратуры, в январе этого года местный житель по WhatsApp отправил на номер своего несовершеннолетнего соседа оскорбительные выражения в виде аудиосообщения, адресованные ребенку и унижающие его честь и достоинство на почве личных, неприязненных отношений. Прокуратура города провела проверку, и по ее результатам в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением суда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в Якутске. Со слов потерпевшего, он распивал спиртное в подъезде одного из домов города. Затем между мужчинами внезапно произошла ссора, в результате которой подозреваемый отобрал смартфон и скрылся. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого, безработного 39-летнего мужчину, ранее судимого за кражу. Со слов подозреваемого, телефон он отдал водителю такси, тем самым расплатившись с ним за поездку. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В Верхнеколымском районе осуждена местная жительница, учинившая погром в доме друга своего супруга. Как сообщает прокуратура Якутии, в ее отношении возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В суде установлено, что в ноябре прошлого года ночью подсудимая, разыскивая супруга, пришла в общежитие для работников бюджетного учреждения, где рассчитывала найти его в компании своих друзей. Вахтер ее не пропустил, и женщина направилась к дому друга своего мужа, расположенному неподалеку. Дверь квартиры оказалась не заперта, и она, не застав никого дома, в том числе и супруга, устроила погром, повредив стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, ноутбук, телевизор и электрическую плиту.
В Мирном мужчина осужден к лишению свободы за пьяное вождение. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. В суде установлено, что мужчина в декабре прошлого года, уже имея непогашенную судимость, вновь сел за руль пьяным. При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также судим за совершение аналогичного преступления к наказанию в виде обязательных работ. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год. Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Обвиняемый 20-летний местный житель и 16-летний школьник. Летом прошлого года старший обвиняемый с использованием кроссплатформенного мессенджера вступил в переписку с незнакомыми людьми и согласился на роль закладчика наркотиков. В СК отмечают, что он осуществлял закладку мелкооптовых партий фасованных наркотиков в разных частях города, фотографировал места закладок и отправлял изображение другому человеку, имеющему роль оператора. В ноябре он не смог самостоятельно совершить закладку, так как был пьян и предложил сделать это своему 16-летнему знакомому, пообещав денег. Школьник получил от обвиняемого 35 пакетиков и разместил их в указанных тайниках. Умысел распространителей не был доведен до конца в связи с тем, что 20-летний обвиняемый, сам являясь наркоманом, явился к одному из тайников с целью забрать закладку, где и был задержан полицейскими. Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня вся информация о происшествиях в республике и за ее пределами. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Ну а далее об эпидобстановке в регионе. За сутки в Якутии выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. Из них в Якутске заболели 20 человек. В Нерюнгринском районе 3 случая, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Чурапчинском по 2. По одному случаю в Алданском и Вилюйском районах. За сутки лаборатории республики провели 272 исследования на коронавирус. Как известно, одним из главных атрибутов для защиты от коронавируса является медицинская маска. Резиденты технопарка Якутия, компания «Стандарт-14» запустила собственное производство этих защитных средств еще в ноябре прошлого года. Собственный цех, специальное оборудование, а также пара десятков ловких рук. Это история о том, как во время пандемии заработать денег, но главное – помочь региону с нехваткой медицинских масок. Ульяна Шагина сейчас находится в цехе и готова рассказать нам, как все там устроено. Уля, приветствую, тебе слово. Сергей, добрый день. Мы сейчас находимся в цехе по производству медицинских масок. Справа от меня мы видим готовые изделия с медицинскими масками, а слева от меня это рулоны. Кстати, ткань ребята заказывают из Екатеринбурга. В цехе находится 3 различных машины по производству масок. Одна из них автоматическая, одна ручная, а рядом со мной сейчас полуавтоматическая. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Кстати, я сегодня в первый раз тоже узнала, как вообще производят медицинские маски. Сюда вот закладываются готовые рулоны. Как мы знаем, у нас внешняя сторона это синяя, это гипоаллергенная ткань, а внутри это фильтрующая ткань от вирусов. Далее ткань уже идет одной строкой, а здесь вот пластмассовая часть – это фиксирующая часть для носа. Для готового изделия мы уже можем подогнуть ее под размер своего носа. Здесь материал сгибается, сюда уже закладывается вот эта фиксирующая часть. Здесь она сшивается, а здесь уже подрезается готовая ткань, и человек берет готовую ткань и аккуратно складывает в контейнере. Здесь также ручной труд. Человек закладывает в ячейки по одной маске, и далее уже здесь маску сшивают, как это называется, еще раз напомню. Ручные петли. Да, ручные петли. Ну а рядом со мной я не представила менеджер этой компании. Добрый день. Добрый день, Ульяна. Ну, расскажите, пожалуйста, когда вы открылись? Мы открылись в октябре, в конце октября, и производство. Мы производим медицинские маски. У нас есть регистрационное удостоверение, все как надо сделано. У нас есть 3 станка. 2 полуавтоматических и автоматические, которые... Ну вот чем они отличаются?
Отличается то, что в автоматическом полностью готовые маски производятся, а полуавтоматически нужен труд человека, который помогает автомату производить. Ну и количество производимых изделий тоже зависит от вида машины. Если автоматическая она производит до 100 масок в минуту, то полуавтоматическая это уже 34 маски в минуту. Я скажу, что ребята открылись в ноябре прошлого года, и, кстати, они резиденты технопарка Якутия. И ребята признаются, что потребность Якутии все так же большая в масках, и даже учитывая то, что идет спад болезни, количество заказов не уменьшается. Скорее всего, это даже зависит от того, что все мы уже привыкли надевать маски, особенно в людных местах, а некоторые даже признаются в том, что чувствуют себя некомфортно без маски. Так что, ребятам, мы пожелаем удачи. Сергей, передаю слово вам. Уля, спасибо. Ульяна Шагина рассказала о собственном производстве защитных масок в Якутии. Пандемия внесла значительные изменения в клиническую практику, потребовала мобилизации всех ресурсов здравоохранения. Многие больницы Якутии в марте и апреле прошлого года начали перепрофилироваться для приема пациентов с COVID-19. Не исключением стала и Якутская республиканская клиническая больница. Многое зависело от опыта руководства. Будни главного врача сегодня – это бессонные ночи, быстрый темп работы и ускоренное принятие точных решений. Тяжелых 11 в реанимации, поступление было 5, выписано 4. 8:30 утра врачи собираются на традиционную планерку. Главному врачу отчитываются о количестве больных и о новых поступивших пациентах. Такая практика была и до пандемии. Главному врачу важно знать обо всех изменениях, происходящих в его больнице. Проверить, не просрочены ли таблетки, есть ли проблемы с лекарственным обеспечением, расходными материалами. Посмотреть температурный режим холодильника. Такие обходы проводятся в ежедневном порядке. Каждое утро приходится преодолевать пешком большие расстояния. Отделения клинической больницы раскиданы на территории в 7 гектаров. После обхода всегда мы зафиксируем свои какие замечания, что устранить. И сроком исполнителей указываем, что если техническая служба, какие-то там проблемы по теплу или по питанию есть от жалобы наших пациентов. И тогда указываем врачу. Вам надо уже наблюдать, все это наши рекомендации врачей надо соблюдать. Обход пациентов, разговор с каждым с глазу на глаз – еще одна обязанность главного врача. В год через клиническую больницу проходит более 22 тысяч больных. Понятно, что каждому время не уделить. Но именно во время таких разговоров узнаешь о проблемах больных, о том, что им нужно и чего им не хватает. Ход тут очень хороший, еда очень хорошая. Я думаю, все работники здесь очень хорошие. Все спрашивают, что надо, где надо и так далее. Ну, я очень благодарна. Ушедший год для коллектива больницы был сложным и напряженным. Именно они первыми приняли удар пандемии новой инфекции, когда 17 марта 2020 года к ним поступил первый пациент с ковид. Времени на раздумья не было, тем не менее справились. Благодаря слаженной работе в кратчайшие сроки начали перепрофилировать свои отделения. Как он поступил в инфекционное отделение, мы начали перепрофилировать наше отделение. Первым профилированным отделением инфекционный корпус был инфекционный кишечный гепатитное отделение на 100 коек. И мы сразу, это особо опасные инфекции, сразу мы отделили отсек для этого больного. Особое внимание во время пандемии уделялось беременным и родившим женщинам. Отделение реанимации новорожденных ни на минуту не прекратило свою работу. Сегодня здесь помощь получают 15 недоношенных малышей. Им требуется интенсивная терапия, ну и все возможные современные технологии для того, чтобы выходить такого ребенка. В нашем отделении имеется все необходимое оборудование. Высококвалифицированный персонал работает в отделении, круглосуточное наблюдение. Сейчас у нас самый маленький пациент 26 недель выхаживается, но с очень маленьким весом, даже для своего срока. Ребенок родился весом 440 грамм. Вот сейчас мы выращиваем, ну так, грубо говоря,
этого ребеночка. Главный врач заходит и к мамочкам. Линчанка Олеся Филатова – мама двойни. Целый месяц врачи боролись за жизнь и здоровье ее мальчиков, родившихся раньше срока. Сегодня Алеша и Рома набрали сил и готовятся к выписке. Нас с Ленска экстренно привезли сюда, на санрейсе. Если бы не Якутск, бог знает, чем бы все обернулось. Ну вот, мои два прекрасных сыночка растут, развиваются. Ну, сейчас все стабилизировалось. Я хочу сказать огромное спасибо. Прям я безумно благодарна врачам, медперсоналу. То есть каждый вложил частичку себя. Счастливые слезы на глазах пациентов, наверное, это и есть итог работы каждого из этих людей в белых халатах. Бессонные ночи, интенсивный ритм работы, большая ответственность за жизни людей. Ведь поистине работать здесь может не каждый. Для нас 2020 год очень сложный, очень такой необычный был, потому что все-таки работать в красной зоне, не выходя, даже наши сотрудники не выходили 3-4 месяца и жили в гостиницах, оторваны были из семей, и поэтому, конечно, благодаря этому и слаженной работе коллектива, и благодарю я своих заведующих отделений, весь медицинский персонал, потому что мы сплоченно это работали. Врачи признаются, пандемия ковид – это бесценный опыт для каждого из них. Работа в экстремальных ситуациях показала, насколько они были подготовлены и насколько важно работать слаженно, как единый организм в круглосуточном режиме, обеспечивая уход за своими пациентами. Конечно, боязни наших медицинских работников не было, когда мы приступили принимать больных с ковидом. И поэтому как-то вот были уверены, что мы будем работать. И, конечно, это особо опасная инфекция, как мы говорим, медицинский работник, который вирус еще не изученный был, как это передается, как это все лечится. Были тяжелые больные, конечно, больные поблагодарили нас, когда выписка для каждого медицинского персонала такая радостное событие были. Сегодня со спадом заболевших ковид клиническая больница постепенно начинает возвращаться в привычный круг работы. За год клиническая больница отработала с 5000 больных коронавирусом и дальше продолжает ежедневно вести борьбу с коварной болезнью. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Перейдем к новостям спорта. Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере занял второе место в рейтинге ATP. Подробнее расскажет Власий Сергеев. Власий, приветствую. Как теперь выглядит лидирующая тройка рейтинга? Сергей, здравствуй. Рейтинг ATP по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. Следом идет Медведев, который сместил со второй позиции испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована вчера на официальном сайте организации. Он стал первым с 2005 года теннисистом в топ-2 рейтинга, который не входит в так называемую «большую четверку», состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. В 2021 году Медведев выиграл 10 матчей и потерпел 2 поражения. В текущем сезоне он дошел до финала открытого чемпионата Австралии, а также стал победителем турнира ATP в Марселе. Баскетболисты столичного ЦСКА на своей площадке обыграли подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 92-73. Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Йоханнес Фойгдман, набравший 22 очка. ЦСКА одержал 13-ю победу в 18 матчах регулярки и занимает 3-е место в турнирной таблице. Подмосковные баскетболисты располагаются на 7-й позиции, имея в активе 8 побед после 17 туров. В следующем матче армейцы в гостях сыграют с сталинским Калевом, а «Химки» на выезде сойдутся с польским клубом «Зеленогура». Оба матча пройдут 22 марта. Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси повторил рекорд бывшего партнера по команде испанца Хави по количеству проведенных официальных матчей за каталонцев. Вчера Месси вышел в стартовом составе на домашний матч 27-го тура чемпионата Испании против Уэски. Эта игра стала для него 767-й по счету. Очередной рекорд аргентинец, кстати, отпраздновал, забив 2 мяча. Напомним, Месси является воспитанником Барселоны и выступает за главную команду с 2004 года. За это время он забил 560
69 голов и 6 раз получил золотой мяч. Также в его активе множество командных трофеев, в числе которых 4 Кубка Лиги чемпионов и 3 Суперкубка УЕФА. Форвард Вашингтона Александр Овечкин вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Россиянин в победном матче с Баффало забросил шайбу, которая стала для него 717-й в рамках регулярок. Овечкин выступает за столичный клуб с 2005 года. Он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз Тед Линдсей Эворд и 1 раз Арт Росс Трофи. В 2018 году россиянин в составе Вашингтона стал обладателем Кубка Стэнли. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков первого раунда плей-офф турнира. Лучшим голкипером был признан страж ворот ярославского «Локомотива» Эдвард Паскуале. Канадец в противостоянии с Йокеритом дважды сыграл на 0 и отразил 97% бросков. Лучшим защитником стал динамовец Андрей Сергеев, который в серии с Северсталью забросил 3 шайбы и сделал 4 ассиста. Звание лучшего нападающего было присуждено Николаю Голдобину. Игрок «Металлурга» в серии с Борисом оформил 3 шайбы и 3 передачи. Лучшим новичком стал Алексей Протас из минского «Динамо», забросивший 1 шайбу и сделавший 3 ассиста в матчах с питерским «СКА». Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 17 марта. Перейдем к событиям якутского спорта. Международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева пройдет в Якутске с 29 апреля по 1 мая. Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за сложной эпидобстановки соревнования планируется провести в Москве с 4 по 6 марта. Выявление победителей и призеров пройдет в 10 весовых категориях среди спортсменов 2001 по 2003 года рождения. Чемпионы турнира получат 70 тысяч рублей, серебряные призеры 50 тысяч и бронзовые призеры 40 тысяч рублей. Сборная Северо-Восточного федерального университета стала победительницей республиканского турнира по мини-футболу среди женщин. Участие в турнире приняли 4 команды. По итогам состязаний по круговой системе первое место заняли студентки, одержавшие 3 победы в 3 матчах. Вторыми стали представительницы Оленёкского Улуса. Тройку лидеров замкнула сборная Якутского медколледжа. По итогам данного турнира будет сформирована сборная республики, которая под руководством тренера Даниэля Дура-Даи не выступит на чемпионате Дальнего Востока. Соревнования начнутся на следующей неделе в городе Спасск-Дальний. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Власти, спасибо. Мы продолжаем наш выпуск. В Мирнинском районе 6 общин готовятся к празднованию праздника Навруз. Это день весеннего равноденствия. Они решили в этом году уделить особое внимание социальной деятельности, оказанию помощи нуждающимся семьям и запустить флешмоб. Подробнее об акции расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. Сейчас она находится на прямой связи со студией. Марфирина, расскажи, в чем заключается флешмоб. Сергей, приветствую. Да, действительно, в честь этого праздника общины Мирнинского района, 6 общин Мирнинского района запустили флешмоб. И сегодня здесь мы видим самое начало флешмоба «Блюдо нашего народа». Сегодня с нами узбекская община Берлик, которая приехала в гости к многодетной семье, в которой 16 детей. Сегодня здесь вы увидите мастер-класс приготовления национального блюда плова, а также женщины в доме сейчас тоже параллельно готовят самсу, но мы вам покажем именно приготовление плова. Здравствуйте. Здравствуйте. Шавкат Тургунбаев, руководитель узбекской общины. Расскажите, пожалуйста, секрет приготовления этого такого национального плова. В чем секрет, в чем уникальность? Здравствуйте. Плов, узбекский плов, это самый дорогой из всех блюд. Много блюд есть, да? Это всех сар блюд плов. Поэтому мы на каждый вот такие наши мы готовим плов и вот хотим, чтобы каждый год вот так мы всех угощать детей и гостей нашего города. Вот можете посмотреть. Мы сейчас начинаем готовить плов для детей. Вот, пожалуйста, казан уже гретый, готовый. Сейчас масло полили. Сейчас вот, пожалуйста, вот для них мясо, говядина, привезенные оттуда, морковь красный, лук. И у нас красный лук, рис. Основной лук, это у нас рис есть, да, красный. Специально для дорогих гостей мы готовим из красного лука, это риса. Да, то есть вы привезли его прямо из Средней родины. Азии. Да, рис из Средней Азии. Для мирнинских гостей едите.
А скажите, чем отличается приготовление красного риса? Красный рис раньше готовили для царей, и мы решили это для себя. А что, мы не цари, что ли? Мирнинские цари с детьми. Да, спасибо большое. Ну, здесь 16 детей, стол большой, все будут голодными, никто не останется. Давай сюда, иди. И сейчас также мы покажем вам еще, расскажем уже позже в новостях о приготовлении самсы. Вы можете посмотреть и узнать уникальные рецепты такого приготовления. Да, а также вот я хотела поговорить с отцом семейства. Расскажите, пожалуйста, ваше имя, фамилию. Винниченко Владимир. Да, расскажите, как вот вам такой мастер-класс? Насколько часто к вам приходят гости, или это впервые? Ну, это в первый раз. Как бы мы и приглашаем следующие такие акции проводить. Мы очень рады. Вот на природе Господь сегодня нам дал хорошую погоду, солнышко. Вот, птички летают, щебечут, и ветра нет, и снега, да, и слава Богу, что вот Господь дает дары свои такие, и нам приготовить эту пищу. Да, очень хорошо, мы приветствуем это. Скажите, это очень уникально, да, 16 детей. Скажите, в чем ваш секрет? Как вы справляетесь, как вы управляетесь? Ну, поделитесь таким небольшим секретом. Секретов тут нет, тут все милость Господня. Господь дает все, и силы, и разумение, как управлять детишками, и детей самих дает Господь тоже. Так что слава Ему. Спасибо большое за комментарий. Ну, а мы были в гостях Винниченко, самой многодетной семьи Мирнинского района. Следите за новостями. Спасибо. Марферина, спасибо. Поздравляем национальные общины с праздником. Но от тебя будем ждать рецепт плова. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах региона. В Алдане переменная облачность, потепление, днем минус 10 градусов, ветер немного ослаб, порывы до 6 метров в секунду. К вечеру похолодает до минус 26, ночью до минус 18 градусов. В Ленске сегодня днем временами идет снег, минус 6 градусов, сохраняется ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 10. В алмазной столице тепло, минус 7 градусов по Цельсию и ветер до 11 метров в секунду. Вечером немного похолодает до минус 10, ночью до минус 12. В Нерюнгри также минус 10, ветер стал слабее, но сохраняются порывы до 5 метров в секунду. Переменная облачность, вечером похолодает до минус 19, а ночью столбики термометров опустятся до минус 24 градусов. И о погоде в столице, в Якутске также минус 10, сейчас светит солнце, ночью температура опустится до минус 15, а ночью похолодает до минус 17, ветер до 6 метров в секунду, влажность 54%, давление 756 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание. Берегите себя, носите маски, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.